Всем привет! Добрый день, друзья! В ваших телевизорах гора новостей. Будем вас знакомить со всей информацией, свободной от всяких там вирусов. В этом выпуске самые классные сюжеты и информационные события. Ну а знакомить с ними вас будут Карина Набаева И Руслан Николаев. Погнали навстречу самому интересному. Сегодня в выпуске. Как проходит акция «Зеленая Башкирия» в режиме самоизоляции? Кто пойдет ночью в библиотеку, пусть даже виртуальную? Что нужно делать, чтобы день проходил максимально продуктивно? И какие упражнения могут восполнить нехватку прогулок? Все это и намного больше в горе новостей. Так что смотри и не переключайся. На календаре ура, 4 мая. Мир, труд, май и отдых от дистанционного обучения. Ровно 142 года назад изобрели первое устройство для звукозаписи, которое называется фонограф. Спасибо Томасу Эдисону, он сделал человечество еще ближе к аудиосообщениям. Я на своем опыте скажу, что это очень полезная штука. А я считаю, что это для ленивых и больше люблю огромные тексты писать. Знаешь, лень двигатель прогресса вообще-то. Но это точно не про нас, лень вообще не в наших правилах. Я советую вам быть активными и заниматься, например, потому что наши старшие классы совсем не за горами, Руслан, надо готовиться. Мне почему-то сейчас кажется, что ты подводишь к теме об учебе, да? Ты прав, я нашла очень классную цифровую платформу, которая называется «Моя школа в онлайн». И она выложила уже более 2000 материалов по 14 предметам. Кто не знал, то берите себе на вооружение. Запустило эту программу Министерство просвещения в поддержку педагогов и школьников, которые перешли на дистанционное обучение. И вообще, есть такие люди, да, как я, которые еще не очень привыкли ко всей этой дистанционной движухе. И на самом деле это приложение должно нам помочь. Да, но самое крутое, что за 1,5 недели более 750 человек посетило этот сайт. И это все из 100 стран. И при этом каждый из них минимально скачал 3 материала. Это очень круто. Я, кстати, скажу, что прокачиваться надо интеллектуально, поэтому очень советую вам это приложение. Ну а теперь давайте прокачиваться в прямом смысле. Стало в разы сложнее поддерживать себя в форме. Посмотрите сами, мы сидим в комнате, гуляем до кухни и обратно, потому что на улицу выходить нельзя. А значит, нужно оставаться в тонусе даже в пределах своей комнаты. И сейчас я покажу вам, как я это делаю и как можете делать вместе со мной вы. Погнали! Начинаю я, как и полагается, с разминки. Сперва голова, потом последовательно все остальные части тела и заканчиваем ногами. Теперь в обязательном порядке упражнения на пресс, ведь девочкам хочется плоский живот, а мальчикам рельеф. Моя тренировка заканчивается, а вы по желанию можете добавить еще какие-нибудь упражнения. Аделя Сисанбаева специально для горы новостей. Спасибо, Аделя. Да, уроки физкультуры по большей части проводим себе сами. А мы все-таки по новостям. И вот одна из них. В Башкирии все-таки определились, как же пройдет акция Бессмертного полка. Я знаю, что можно выйти на балкон с портретом воевавшего дедушки или бабушки. А еще по главным каналам республики и страны будут транслировать какие-то классные военные песни. Да, но все-таки основной акцией станет то, что на 100 автобусах будут нанесены, так сказать, 70 тысяч портретов фронтовиков и ветеранов Великой Отечественной войны. И эти 100 автобусов пройдут, так сказать, колонной по улицам Уфы 9 мая. Но ведь не все смогут увидеть это шествие. Да, и поэтому вы сможете увидеть портреты фронтовиков
на БСТ и также на специальном сайте Бессмертного полка в Башкирии. Классно, а сейчас предлагаю посмотреть, как другое очень знаменитое событие проводилось в новом необычном онлайн-формате. Несмотря ни на что, в этом году вновь пройдет всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2020». Впервые она пройдет в онлайн-формате. В этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой «Библионочь» проходит в режиме всероссийского онлайн-марафона. Акция посвящена победе в Великой Отечественной войне. Гора новостей с удовольствием присоединяется к ней. Не нарушаем свои традиции. Эта акция полезна больше всего нам, школьникам. Здесь можно найти видеоролики, в которых известные культурные деятели и все желающие прочитают отрывки из военных писем и произведений. Также здесь собрались стихотворения, книги, фильмы, спектакли и статьи, посвященные войне. Основная тема акции – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Кстати, Библионочь оправдывает свое название. Прямая трансляция стартует в 6 часов вечера на YouTube-канале. В этом году великая страна празднует Великий день, 75-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. Что для нас этот день? День победы над фашизмом, день преодоления страха, день мужества, день неутихающей боли, день подвига, день торжества духа. На официальной странице акции будут идти прямые трансляции мастер-классов, тематических лекций, поэтических чтений. Централизованная система массовых библиотек Уфы в 9-й раз присоединяется к акции и подготовила насыщенную и обширную программу. На протяжении 5 часов в онлайн-формате это что-то новенькое. Запланировано более десятка мероприятий. Завершится акция патриотическим марафоном военных песен за месяц до победы. Тимирлан Вахитов, специально для Горы новостей. Удобно, что все материалы еще доступны в сети. Да, поэтому если вы не успели побывать, то не отчаивайтесь. Кстати, к 75-летию Победы готовится одна из самых красивых акций, которая называется «Вальс Победы». Участвовать могут все желающие, не выходя из дома. Это, кстати, очень классная акция в том плане, то, что есть люди такие, как я, которым, не очень хотелось бы, чтобы все видели, как они танцуют. До 7 мая нужно снять на видео свое исполнение вальса и выложить его в интернет, в социальные сети с хэштегом «Вальс Победы Башкортостан». Обязательно нужно передать эстафету. Акция, конечно, хорошая, да, я вот вообще не спорю, но ссылку мне, пожалуйста, отправляйте не надо. Если что, я вам скину ссылку, телезрители, так что не подводите. Нет, вот если вы зашли в Инстаграм мой, да, фотографии тоже тогда лайкните, для приличия, так сказать. Руслан, все честно, ты можешь всему научиться, если только организовать свой день правильно. Залогом здоровья является правильный режим дня. И чтобы вы смогли все успеть, я помогу вам его составить. Лучше вставать пораньше, чтобы успеть все сделать перед учебой. Сперва рекомендую делать зарядку. Это занимает около 15 минут, но дает заряд на весь день. Затем умываться, завтрак, и, конечно же, школа. У меня она начинается в 10 часов утра и заканчивается в 2 часа дня. За это время я успеваю как побывать на уроке, так и сделать домашнее задание. Карантин карантином, а обед по расписанию, поэтому предлагаю пойти покушать, а затем вернуться, чтобы уделить время фильмам, сериалам и книгам, которые вы все время не успевали посмотреть. После этого я предлагаю вам обзвонить всех своих друзей, чтобы поддерживать с ними связь. Примерно в 6 часов вечера я предлагаю вам выйти из вашей комнаты и пройтись по дому, чтобы сделать хотя бы минимальное количество шагов. Также советую вам проветривать комнату почаще. Карантин – отличное время для того, чтобы сделать то, на что всегда не хватало времени. И помните, уход за собой не так сложен, как кажется. Коля Новиков специально для Горы новостей. Коля, огромное спасибо, очень круто, прям снял мини-фильм про свою жизнь. Раз уж мы заговорили о кино, то я продолжу эту тему. Сейчас очень активно развиваются всякие дистанционные технологии. И сейчас открылся новый интернет-проект «Кинопятница». Там вы, не выходя из дома, узнаете о том, как создается профессиональное кино. То есть это, по сути, как онлайн-лекторий, но лекции там будут давать
профессионалы киноиндустрии. Мне кажется, сейчас это многим полезно. Да, лекция прошла уже одна, тема была монтаж как язык, как основа киноязыка. Но планируют уже 5 лекций, поэтому не пропустите их. Да, быть может, из вас вырастет юный Тарантино. Ну а сейчас будет самая классная подводка в моей жизни. Давайте узнаем, что же может вырасти на подоконниках. Ежегодно каждую весну в нашей республике проходит акция «Зеленая Башкирия». В этом году она тоже состоится. И, между прочим, не менее масштабно. На территориях 670 городов в районах Башкортостана высадят более 500 тысяч деревьев и кустарников. Вот только сажать их будут сотрудники коммунальных служб. Но это не повод грустить. Я знаю, что делать. Ведь можно создать свой мини-сад. Так как мы с вами супер садоводы, мы сегодня посадим флокс и колокольчик. Нам нужно 2 блюдца. Так, пододвинем их сюда. И наливаем в каждой водички. В один водички и во второй немного водички. Это будет почва для наших будущих растений. Кидаем их туда. Я подождала 10 минут. Вот что у нас получилось. Они вот так вот выросли. Теперь надо заполнить этой почвой вот эти 2 горшочка, что мы потом будем еще садить туда семена, высыпать. Так, берем почву. Я заполнила и высыпаем туда все семена. И оставшейся землей мы это все покроем. Так. И вот так. Потом, когда они вырастут до 4 сантиметров, я их пересажу в более большие горшочки, чтобы им было удобно. Флокс и колокольчик будут отлично смотреться на моем подоконнике. Ну а если у вас садовый участок, то вы можете поступить куда более глобальный. Посадить целое дерево или куст, сделать фотку и выложить в любую социальную сеть с хэштегом «Зеленая Башкирия дома». Тем самым вы станете участником республиканской экологической акции. Вот такой несложный способ посадить себе мини-друга, ну или не мини, ведь самый высокий цветок достигал около 3 метров в высоту. Теперь остается за ним только ухаживать и ждать, пока он вырастет. Аня Гогутенкова специально для Горы новостей. Аня, спасибо. Это были все новости к этому часу. С ними тебя знакомили Карина Однобаева И Руслан Николаев. Включай нас каждый день и будь на вершине событий. Пока-пока. Пока-пока.